Я родился в Одессе в 1954 году. В 1956 мы уже были здесь, где-то в середине 1955 приехали. Вот мне было 3 года, где-то в 1957 году, я помню, на первый концерт я попал сюда симфонического оркестра, дирижировал Павел Анатольевич Едых. Потом мама меня часто брала на концерты, она ходила почти на все концерты симфонические. Больше всего мне нравился инструмент под названием арфа, но я не мог запомнить, что это арфа. А на одном из концертов арфы не было, и я все время спрашивал у мамы: «Мама, а где Марфа?» Она не могла понять, что я имею в виду. А потом, было, наверное, уже лет 5, и мы шли по улице Маркуса, и вот дошли до улицы Кирова, а после концерта во фраке домой после концерта шел Едых. И мы встретились. Все, и он мне издалека всегда нравился больше всего, что он все-таки дирижирует все. Он говорит: «Сыночек, ну а кем ты хочешь быть?» И я честно сказал: дирижером. Мальчик, все космонавтами хотят быть, там, не знаю, таксистами, в худшем случае танкистами, летчиками, а ты дирижером. А почему? Я говорю: мне нравится управлять людьми. Он рассмеялся еще больше. Вот так вот с музыкой встретились. Ну, а дальше без вариантов. Подготовительный класс в музыкальной школе, музыкальная первая школа. Вот, потом наше училище искусств Орджоникидзевское. Произошло, опять-таки, наверное, первое упоминание, что я хотел за 10 лет до этого стать дирижером. Но получилось так, что наш курс, первый, пианистов, преподаватели сказали: кто у вас хорошие ребята поступили. И это было правительственное решение, что для Осетии одного дирижера осетинки Вероники Дударовой мало. Нужны осетинские дирижеры. Это была правительственная программа. Сказали отобрать 2 мальчиков осетин и 2 девочек осетинок, но самых талантливых. К счастью, я тоже попал в их число. Ну, приятно сейчас осознавать это, конечно. Фортепиано никто не бросал. Все предметы, плюс занятия дирижерской практикой, изучение вообще такой профессии. Это было очень сложно. Девочки отвалились на первом курсе. Я отвалился на 3-м курсе. Закончил один Валерий Бесалович Гергиев. Ну, я полюбил другую музыку. Я услышал Битлз. Мне Бетховен был неинтересен вообще. Заниматься вот гаммой, учить что-то такое, сонаты играть, изучать партитуры. Ой, Мугайна, Моцарта поначалу там, ну, изучать надо, их играть надо, это все куча материалов. А интернета не было. Нужны были музыковедческие знания. Дирижер – это человек, который обладает уникальными знаниями. Больше, чем любой исполнитель инструментом есть, потому что он может любому инструменталисту указать, что и как нужно играть на его инструменте, будь он хоть профессор. А любому музыковеду рассказать, из чего состоит музыка, потому что он ее ставит, эту музыку, изнутри знает каждую нотку. Я начал учиться играть на гитаре. Зачем мне рояль, зачем мне дирижирование симфоническое, если есть гитара. Пошли мне навстречу, мудрые были учителя, я глубоко благодарен их провидению, их вообще чувствам, педагогическому мастерству. Это вот я считаю такое. Другого у меня варианта нету, как теперь уже не опозориться, ехать в консерваторию, но в качестве пианиста. А может быть педагога потом по фортепиано. Я точно не видел, но понимал, что надо учиться дальше. Поступил в Ростовскую консерваторию на фортепианный факультет. Там постепенно начал приобщаться к тому, что музыку изнутри изучать. Сольфеджио, гармонию, теорию, тем более я уже был много подготовлен. Как бы для консерватории такого уровня тоже я был хорошо подготовлен. Ну, конечно же, я пошел играть в рок-группу сразу. В рок-группе все были музыканты. Меня пригласил баянист
который руководил самодеятельным вокально-инструментальным коллективом, тогда еще не называлось «Рок-группа», и пригласил меня поиграть с ним. Я говорю, с удовольствием. В качестве кого? В качестве гитариста. А он сам играл не на бас, он играл на бас-гитаре. Были редкие инструменты, вообще дефицит был, это 1972 год. Это вообще редкое занятие. Но мы были одержимы Битлз, и нам хотелось играть эту музыку, мы ее понимали, мы ее ставили. 1976 год. Феликс Алборов, величайший композитор, был здесь и сказал, что вот будет огромный концерт, посвященный осетинской музыке, будет проходить в Схенвале. И приедут все мастера тбилисские, все. Не мог бы Коля сыграть мой фортепианный концерт? Он говорит, я не знаю, надо спросить, у него же там обучение, там совсем другое. Но тогда по телефону позвонить было почти невозможно, надо было заказывать разговор, идти на переговорный пункт, побеседовать. Вот побеседовали. А мама сказала, что так и так. Я сказал, ну ноты. Она говорит, ноты уже у меня. В начале июня месяца был огромный концерт в Схенвале, в Доме правительства. Приличный рояль был очень. И я играл с Тбилисским симфоническим оркестром. Были вообще прекрасные музыканты, Зураб Саткилава, где бы я с ними еще познакомился. Там за кулисами стояли, анекдоты рассказывали друг другу. Я молодой человек, а он уже зрелый мастер, народный артист СССР. Уровень вообще был колоссальный. И последним произведением был фортепианный концерт Алборова. И я выдержал это испытание. Окончив консерваторию в 1977 году, я пошел работать в музыкальную школу в городе Ростове. Но я знал, что меня заберут в армию. Я мог, конечно, приехать сюда сразу, но моя супруга, она училась еще только на пятом курсе. Я не хотел ее бросать. И решил остаться в Ростове, пока она закончит. Вот. Но меня в 1977-м прислали в армию. И я попадаю в роту охраны, замечательная рота охраны. Где бы я еще такое увидел? Никакой музыки, в клубе ни одного инструмента нет. Клуб всегда закрыт, потому что там только иногда какую-нибудь киношку военную покажут. Я отслужил, вернулся сюда в 1979 году, сразу пошел преподавателем в Орджоникидзевское училище искусств. Практика у меня уже была, и преподавание, и музицирование в любом виде, как классический пианист, как классический музыкант, в юности как классический дирижер. Так что, естественно, что мне захотелось открыть здесь эстрадное отделение училища. Мне разрешили в виде эксперимента позволить сделать факультативные занятия для учащихся, которые уже на третьем курсе. То есть третий-четвертый курс, как бы они факультативно могли заниматься и этим сомнительным видом искусства. За 2 года сомнений я с ребятами занимался, и я сделал оркестр, и мы уже записывалась программа 7 ноября в парке культуры и отдыха около ресторана «Нар». Там была площадка, и ПТС, передвижная телестанция, была, и записывали. Впервые прозвучал мой оркестр. Мое первое выступление здесь в качестве бенд-лидера. Ну, а дальше пошло-поехало. До 81 пришлось ездить и в Москву, и в Ростов, и договариваться, и пробивать все. В общем, все получилось. Открыли отделение и разрешили, чтобы было отделение. С тех пор мы существуем. Ну, я даже не знаю, более сотни, наверное, ребят уже выпустилось по нас. Они в разных городах, некоторые еще остались здесь, но в основном даже за рубежом. Пооткрывали свои тоже школы, свои студии в Аргентине, в Огайо, штате, в Греции. Не унываем, коллектив я не распускаю, все прекрасно понимают, что мы держимся друг за друга, мы гордимся, что мы не распались. И в этом, наверное, и какая-то моя тоже роль определенная. Творить хочется, потому что без творчества я не могу. Музыку
Реже пишу, конечно, хотя иногда думаешь, как быстрее бы лето. Все, каникулы, все. И можно закрыться и ничего не делать. В смысле, ничего не делать нигде, по общественным делам нигде. Закрыться и делать, тайно писать музыку. Я мечтаю, чтобы поскорее наступил справедливый мир, чтобы мы больше не переживали за своих младших, все, кто принимает в этом участие, косвенно или напрямую. Мы все повязаны. Помните, как всегда, все для фронта. Вот наше искусство тоже должно быть таким грамотно построенным, именно в отношении социума, в отношении людского понимания, в отношении доброты, любви, развития самых добрых качеств человеческих, а не каких-то антагонистических. Вот это моя самая большая мечта. Я буду стараться делать все, чтобы моя музыка звучала, во всяком случае, открыто для любого понимающего сердца.